Одну за другой рабочие бурят скважины на улицах Икажева. Это позволит понять прочность, предел пластичности и плотность грунта. Процедура обязательна перед строительными работами. Таким образом проверяют почву для прокладки коммуникаций. Конкретно здесь планируют уложить новый газопровод для жителей этой улицы. В данный момент мы проводим инженерно геологические изыскания под реконструкцию, строительство газопровода, водопровода, в том числе и ЛЭП. Вот. По окончанию изысканий мы отвозим отобранный грунт, то есть керн, в лабораторию. Там уже изучают послойно грунт, и на основании наших отчетов уже проектная часть делает свою работу. Проложить новые коммуникации для жителей 16 улиц Икажева планируется в 2022 году. Проведут эти работы в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Где-то заменят ветхие трубы и газопроводы, где-то планируется укладка новых. Единственное село в Назданском районе, которое прошло отбор вот этого. У меня заложено 16 улиц, это общая протяженность 59 километров. Там газопровод, водопровод, линия электропередач. И ФОК мы заложили. Между тем, прошлый год для сельского поселения Икажева стал одним из самых успешных. Новые социальные объекты, развитие спорта, образования, культуры, реконструкция дорог. Улучшение дорожного покрытия на себе почувствовали сотни семей Икажева. А эти насыпи песчано-гравийной смеси по улице Спортивная дожидаются лишь подходящих погодных условий. В 2002 году 108 машин Ветик сухан каталки захма ясра малга беки баха зюалиш хадих катобр. Но тем не менее вaqtwa бабли уз халм ал малюд машин он يقض ما يودسر نق يختلخر. هنزتل خلات تخير. ساخلت شنخلت يرتيخلت تونيمانيي. В сентябре 2020-го также началось строительство школы на 720 мест. За это время сильно изменилась эта часть села. Пустырь стал местом концентрации рабочей силы и строительной техники. Меньше чем за год возвели фундамент, подняли стены, провели коммуникации. Сейчас рабочие заняты внутренней отделкой и укладкой кровли. Объект возводят в рамках нацпроекта «Образование». Как вы видите, объект примерно все основные работы выполнены на 70%. В основном, несмотря на усиление ценовых нагрузок на строительные материалы, как мы знаем по всей Российской Федерации, сомнений они не оставляют, уверяют, что работа идет и к сроку данный объект будет сдан. Еще одно направление – обеспечение достойным дошкольным образованием. Трудно представить, что 10 лет назад в самом большом селе не было ни одного государственного детского сада. Это при том, что прирост населения здесь более 600 детей каждый год. Сейчас дошкольных учреждений здесь 4, 2 государственных и столько же частных. Но это еще не предел, утверждают власти. Дуккол вышло шаяви уюст экшерт именно новую садик яй, новую школу яй, школу яй, хад новую хайзлат на 720 мест новую цех школы яй. Далее андали оз на военкомат ёлш территории изметик определить только почава и изметик изметик закрепить ците школе садики айо хаж ян изметик задание хадам тон. Но в любом случае это или школа, или садик, они та часть у нас очень в этом плане наха удобствующая школа, садик, меткитрес. Не стоит на месте и развитие культуры в Икажеве. В начале этого года был открыт новый дом культуры в восточной части. Основной акцент здесь уделяется развитию и поддержке юных талантов. Для самых маленьких есть кружки пения, танцев, бисероплетения. Все необходимое имеется. Функционирует в Доме культуры и своя библиотека. В ней доступно более 6,5 тысяч книг. Также обновился и другой сельский культурный дом. تهان يدوم كلتورة جوا إيش نزاشتوا نخواشة توخا حبيكش نخداش بق سخودي موتيجات از موتيج بحنسي أنا جوا أول قنطون جوا هدي لا يردنينا جوا دكتور ده خلاص ده عوتت أختي بوخ ده بول بام أختي بيبليتيكي يقرأ أخو قطعة ماجدة
اتو مشغول يعني الچ خي غازي سماج مدي اجى رول يقدرش تهم خي جو حجاب يوست تهش بريشر دنيا جو خي ديكلوت نت خي ايش موتك هلا ما من تالنا از موتك ليك ديرو دي توي اوتيش تحت تهنان مسيش خوت جيان زلجي دي از موتك يتر بعد يش داش دا بيرجي سادك جميري تجوا خلولش اشتهادك شو هناك يعني تقول دنيا جو دق بلخ باقش باش ناخذ ديزل تشرتك تجوا شيء داود بلخ شواشي Спортивная жизнь села тоже сделала существенный скачок. В единственном физкультурно-оздоровительном комплексе открыты 6 спортивных кружков. Так дети могут освоить навыки борьбы, тэквондо, дзюдо, бокса, ММА. А большой бассейн как место релакса после занятий. На сегодняшний день ФОК посещают около 1000 маленьких сельчан. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.